1 июня, ко Дню детей, реабилитационный центр «Алтын-Балалык» откроет свои двери. Чтобы успеть сдачу объекта в срок, сейчас там полным ходом идет строительство и ремонт. Привлечены более 200 специалистов. Работы уже выполнены на 80%. 27 мая первые дети, как летние лагеря, 400 человек уже будет здесь. До этого уже отделение работает, сейчас мы увидим больных, операция идет в реабилитационном центре. Вот здесь это холл, раньше было здесь 2 дырки для детей, мы это убрали, мы хотим здесь регистратуру сделать, стол поставить, и чтобы каждая площадь была использована. Строительство Иссыкульской здравницы ведется с применением современных материалов и технологий. Реабилитационный центр состоит из 3 этажей. Общая площадь здания более 19 тысяч квадратных метров. Сейчас в основном идут заключительные отделочные работы и спецработы такие, которые необходимы для того, чтобы жизнедеятельность этого объекта была на современном этапе. Этот объект будет сдан в надлежащем порядке, согласно строительным нормам и всего. Потому что конструктивно он выполнен прочно. Действительно, Институт сейсмологии киргизский выполнил необходимые обследования и показал нам, что в основном конструктивно он решил правильно. Это нам вселяет надежду, что это здание простоит достаточно долго и послужит нашему народу. Комплекс разделен на 10 блоков. Здесь разместятся лечебно-реабилитационные, оздоровительные отделения, а также клинико-диагностическая лаборатория. Комтор выделил 1 миллион 200 тысяч долларов. На эти средства закупили ангиографическое и другое оборудование. Это кардиохирургическое отделение оздоровительного комплекса «Алтын-Балалык». На этом операционном столе здесь была проведена более 10 операций. Для этого имеются все необходимые условия. На этом же этаже также имеется реанимационный блок. В Алтын-Балалык пациенты будут приезжать со всей республики. Основной наплыв ожидается с Иссыкульской и Нарынской областей. Это, в свою очередь, разгрузит столичные больницы. После того, как установит ангиограф, мы планируем развернуть еще 5 коек для интенсивной терапии, для обслуживания больных, которые привозят по скорой помощи. Также на 3-м этаже будет располагаться 10 коек отделения предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных. В общем, планы большие. Мы на лето планируем, учитывая мягкий климат здесь, учитывая то, что больным легче будет здесь восстанавливаться, развернуть полную деятельность и довести количество операций до 100 операций в год. Медико-реабилитационный центр будет состоять из 8 отделений – аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, функциональной диагностики, неврологии и детской хирургии. Вопрос кадров уже решен. В течение 6 месяцев идет набор медиков. Мы уже все 100% набрали, они начали уже работать. А то, что здесь будет летние, воспитатели и сотрудники здесь уже тоже набрали. Центр сможет одновременно принять 250 детей вместе с родителями. Для комфортного пребывания создаются условия: просторные палаты, уютные зоны отдыха, столовая, актовый зал и другие помещения. Работы по благоустройству комплекса ведутся не только внутри здания, но и снаружи. Сейчас здесь проводят земляные работы, готовят дорогу к укладке брусчатки и асфальта, а также на территории сажают деревья. Уделяется особое внимание и озеленению прилегающей территории. Высадили березу, сосну, ель, живую изгородь, лиственные и декоративные растения. Для досуга детей здесь также появятся спортивные и игровые комплексы. Предусмотрена пляжная зона с прогулочной аллеей, питьевыми фонтанчиками. Все условия, чтобы ребята разных возрастов смогли весело и с пользой провести время на свежем воздухе. Наргиза Нурмаметова, Нурдан Карпеков, Пирамида, Иссыкульская область.